Оп! Здравствуйте, друзья! Я кукольный гном. Живу в этой коробочке дома у актера Башкирского государственного театра кукол Александра Верхозенского. И каждый вечер я выхожу, чтобы вместе с вами послушать удивительную сказку на ночь. Дядя Саша! А какую сказку мы сегодня послушаем? Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня я вам прочитаю мордовскую народную сказку, которая называется «Дочка ростом с веретено». Как здорово! Так устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Жили-были старик со старухой, и была у них дочка ростом с веретено. Ростом, как я. Да-да, как ты. Пришла однажды к старикам ведьма, Йома, и говорит: у вас дочь ростом с веретено, и у меня сын не больше. Отдайте вашу дочь замуж за моего сына. А не отдадите, жить вам не дам. Дымоход у вас закрою, завалю, двери снаружи припру. Ой. Испугались старики. Говорят Йоме: что ж с тобой поделать? Отдадим дочку за твоего сына. Взяла Йома девушку и утащила к себе. А сына-то у нее, оказывается, никакого и не было. Просто она погубить девушку хотела. Притащила Йома девушку в свою избу и говорит: сходи-ка ты, да стриги моих овец. Мне для пряжи шерсть нужна. Пошла девушка стричь Йоминых овец, а по дороге зашла к знакомой старушке. «Куда ты идешь?» — спрашивает старушка. «Иду Йоминых овец стричь». «На верную погибель посылает тебя Йома», — говорит старушка. «У нее овцы-то волки серые». Ой. «Ну да я научу тебя, как быть. Как придешь в лес, влезь на дерево да кричи погромче: овечки мои, овечки, собирайтесь поскорее, сами себя остригите, а мне шерсть оставьте». Девушка так и сделала. Пришла в лес, забралась на высокую елку и запела: овечки мои, овечки, собирайтесь поскорее, сами себя остригите, а мне шерсть оставьте. Тут прибежали серые волки, стали под елкой скакать, один другого когтями драть. Много шерсти надрали, а потом все разбежались. Собрала девушка шерсть в кучу и принесла Йоме. Удивилась Йома: вот диво, как же это тебя не съели мои овечки? Ну теперь беги скорее к моим коровам, подои их и принеси мне молока. Девушка пошла разыскивать Йоминых коров, а по дороге опять зашла к знакомой старушке. «Куда теперь посылает тебя Йома?» — спрашивает старушка. «Коров доить. А знаешь ли ты, что ее коровы — медведицы лохматые? Как придешь в лес, влезь на высокое дерево и крикни: коровушки, коровушки, собирайтесь поскорее, подоите себя сами, а мне молоко оставьте». Девушка так и сделала. Пришла в лес, забралась на дерево и стала медведиц скликать. На ее крик прибежали Йомины коровы, лохматые медведицы. Сами себя подоили, молоко в березовые туиски, это такие ведерки из березовой коры, Туиски. слили, оставили девушке, а потом разбрелись по лесу. Принесла девушка молоко. Йома глазам своим не верит. Как же это тебя мои коровушки не съели? Но теперь беги скорей к моей сестре и попроси у нее берестяное лукошко. А сама думает: не удалось мне ее погубить, так старшая моя сестра ее погубит. Побежала девушка к Йоминой сестре, а по дороге забежала к старушке. Дала ей старушка маслица да крупы, корзину со смолой, деревянный гребень да брусок и сказала: Йомина сестра
такая же ведьма. Как Ой, придешь к ней, скажи: Йома, тетка, твоя сестра просит берестяное лукошко. Как почуешь беду, убегай скорее. У двери петли маслом смажь, она и откроется. Накинутся на тебя Йомины птицы черные, ты им крупы брось, они и отстанут. Будет Йомина сестра догонять тебя. Ты сначала гребень брось, потом брусок, а под конец и корзину со смолой. Пришла девушка к Йоминой сестре. Спрашивает ее Йомина сестра: зачем пришла ко мне? Йома, тетка, твоя сестра просит берестяное лукошко. А, лукошко, хорошо, дам. Ты сядь отдохни, а я схожу в чулан, лукошко тебе принесу. Зашла Йомина сестра в чулан и принялась точить зубы. ой, Услыхала эта девушка, поняла, что беда грозит, да поскорей бежать. Бросилась к двери, а дверь не открывается. Догадалась она, смазала петли маслом, дверь сама собой открылась. Выбежала девушка на улицу, а на нее со всех сторон накинулись Йомины птицы черные. Кричат, вот-вот глаза выклюют. Бросила она птицам крупы, они отстали от нее. Побежала девушка, как могла, быстро. А Йома тетка наточила зубы, вышла из чулана, глядит, а девушки-то и нету. Бросилась она к двери, стала ругать ее. «Зачем выпустила?» А дверь в ответ: «А зачем мне держать ее? Я тебе вот уж 40 лет служу, а ты ни разу еще мои петли не смазала». Выбежала Йома тетка на улицу, давай ругать птиц. «Зачем ее выпустили? Зачем ей глаза не выклевали?» А черные птицы в ответ: «Зачем нам ей глаза клевать? Мы у тебя вот 40 лет уже живем. Ни разу ты нам не дала даже поклевать остатки теста из квашни». Села Йома тетка в ступу, толкачом погоняет, шумит, гремит по лесу, гонится за девушкой, вот-вот настигнет. Бросила девушка через плечо гребень и сказала: «Гребень мой деревянный, вырасти густым лесом, у меня позади, у Йомы впереди». Вырос тут позади девушки, впереди Йомы густой-пригустой лес, высотой до облаков. Билась Йома тетка, искала проход, не нашла. Нечего делать, домой за топором вернулась. Примчалась обратно с топором, прорубила тропу, а куда тяжелый топор-то девать? Прячет топор в кусты, а птицы лесные кричат ей: «Ты спрячешь, мы увидим, всем расскажем». Рассердилась Йома на лесных птиц. Остроглазые, все видят. Решила Йома тетка забросить топор назад. Бросила, упал топор возле самого ее дома. ой, Опять погналась она за девушкой, опять настигать ее стала. Тогда девушка кинула через плечо позади себя брусок и крикнула: «Брусок ты, брусок, каменной горой встань! У меня позади, у Йомы впереди!» И сейчас же позади девушки, впереди Йомы, выросла большая каменная гора. Опять пришлось Йоме тетке возвращаться домой за топором. Схватила она топор, примчалась опять к каменной горе, давай пробивать в ней проход. Пробила, а куда девать топор? Птицы уж тут как тут ту же песню поют. «Ты спрячешь, мы увидим, всем расскажем». Опять забросила Йома топор к своему дому и погналась за девушкой. Вот-вот ее догонит, вот-вот схватит. Тогда кинула девушка корзину со смолой и крикнула: «Корзина со смолой, смоляной рекой растекись, у меня впереди, у Йомы позади». А слова-то и перепутала. ой, Обе, и девушка, и Йома, очутились в смоляной реке. А в это время над рекой пролетала ворона. «Воронушка моя, — говорит девушка, — лети ты к моему отцу, к моей матери, скажи ты им, что дочка их завязла в смоле вместе со злой Йомой. Пусть возьмут трехпудовый железный лом, пусть возьмут огонь и бегут сюда». Прилетела ворона к старикам, села на оконце, передала им просьбу девушки, да не расслышали старики слов вороны.
Ждала дочка помощи отца матери, не дождалась. А в это время над ее головой пролетал большой ворон. «Ворон, ворон!» — крикнула девушка. «Скажи ты моему отцу, моей матери, что завязла я в смоляной реке. Пусть ко мне на помощь спешат, пусть несут огонь да тяжелый лом». Полетел ворон к старикам, громко закричал: «Курк, курк! Ваша дочь от Йома убегала, да упала в смоляную реку. За ней Йома гналась и тоже увязла в смоляной реке. Просит ваша дочь, чтобы вы бежали к ней на помощь, чтобы несли ей лом железный и огонь». У ворона голос-то был погромче. Расслышали старик со старухой, схватили тяжелый железный лом, огонь и побежали к смоляной реке свою дочку выручать. Увидала старика и старуху хитрая Йома еще издалека и закричала: «Милые вы мои, вытащите нас отсюда! Собрались мы с вашей дочкой к вам в гости, да обе упали в смоляную реку». «Не верьте ей, не верьте!» — кричит дочка. «Бежала она за мной погубить меня, съесть хотела». Подбежал старик и железным ломом вбил злую Йому в смоляную реку. Потом развел огонь, растопил смолу и вытащил дочку. Вернулись они все втроем домой веселые, радостные, и стали жить вместе, как раньше жили. Тут и сказки конец. Спокойной вам ночи, ребятки. До свидания. Спокойной ночи! До новых встреч!